Евлойский тейп, сага. К нему, Евлойскому тейпу, идут где-то более 40 фамилий. И ведь правильно говорят, историю пишут сами люди. С таким посылом и решили запустить новую акцию в Музее краеведения имени Тугана Мальсакова. Идею предложил директор Магомед Сагов, а жители с радостью откликнулись на такую инициативу. Буквально на второй день весь стол был завален родословными разных тейпов. И это лишь часть из переданных посетителям документов. Мы знаем, что у ингушей более 100 тейпов, у которого 800, где-то более 830 фамилий. И вот мы устанавливаем этим генеалогическим сбором древ ингушских тейпов, устанавливаем, чем занимались наши предки. Все началось с акции «Подари музею экспонат», в рамках которой жители начали сдавать в музей ценные исторические реликвии, среди которых оказалось много картин и фотографий представителей ингушских тейпов. Так Алаудин Базоркин подарил 2 живописные картины представителей его рода: Бунхо Базоркина, первого царского генерала среди ингушей, и автопортрет Мурада Базоркина. Так зародилась мысль о проведении еще одной акции. Загоревшись идеей, свой вклад носит и молодежь, будущие историки. Когда к нам приходят студенты, мы просим, чтобы они сделали древо своих фамилий. Мы их сопоставляем, в дальнейшем изучаем эти древа, находим общие. По законам наших предков, каждый ингуш обязан был знать свое семейное древо. До 7 поколений родственных уз с обеих сторон. Незнание своих корней считалось недостойным. Учеными давно доказано, что ДНК человека как раз и образуется с помощью генетических данных этих 7 поколений. Информация о других предках автоматически стирается, заменяя ее новыми данными родителей. Но кроме научной точки зрения, здесь играет роль и другой аспект. Вот в последнее время мы растеряли ценности семьи, мы растеряли свои корни, идет к этому. То есть сегодня заканчивается знание о своих предках 2-3 коленом. То есть человек не может назвать 5-го своего прадеда, 7-го прадеда. А раньше наши прадеды и деды могли называть 27-го, 37-го, 40-го своего прадеда могли называть. Сведения о родословной могут быть и неточными. В ингушских семьях их собирают, основываясь часто на рассказы и воспоминания старших, подчас не подкрепленных фактами. И работникам музея еще предстоит провести тщательный анализ всех собранных материалов. А экспозиция для посетителей откроется уже в новом здании музея в Магасе, когда завершится его строительство. Дана Плиева, Магомед Урусханов, Новости 24.